В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. 75% россиян предпочитают безналичный расчет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения. Так, 3/4 опрошенных сообщили, что скорее расплатятся картой, если при себе есть наличные и карта. Такой выбор обусловлен удобством расчетов и возможностью получения бонусов от банка. Пользователи также отметили быстроту при оплате картой и возможность оплаты без сдачи. Власти Якутии зарезервировали землю для строительства Ленского моста. Премьер-министр региона Владимир Солодов подписал директиву о резервации 81 земельного участка для дальнейшего строительства моста через реку Лену. Так, согласно документу, земли на муниципальной территории Якутска и Мегино-Кангаласского района резервируются на 3 года. Собственникам и арендаторам участков запрещается возводить здания и сооружения на них. Со схемами резервируемых земель можно будет ознакомиться на сайте Министерства имущественных и земельных отношений республики. Реализация национальных проектов в Якутии требует конкретных решений. Такую задачу поставил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания с членами правительства республики. По его словам, отдельным отраслям экономики и социального блока реализация ряда программ и проектов требует уже принятия конкретных решений. В первую очередь это касается ремонта дорог, расселения аварийного жилого фонда. В продолжение темы Якутия получит порядка 255 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Экологии» на обновление лесохозяйственной техники. Сумма, ожидаемая на 2019 год, составит 85 миллионов рублей. Планируется, что средства поступят из федерального бюджета. Приобретение техники и оборудования позволит повысить оснащенность лесопожарных служб до 74%, а также повысит скорость их реагирования. 4 инвестиционных проекта Якутии обретут инвесторов в этом году. В текущем году также планируется усилить взаимодействие с финансовыми организациями, в том числе и международными. Какие именно проекты обретут инвесторов, пока не уточняется. Напомним, глава Якутии Айсен Николаев в своем послании выделил ряд ключевых проектов: создание предприятий по переработке природного газа, строительство соцобъектов в Якутске по проекту государственного частного партнерства, парка высоких технологий и центра обработки данных, строительство моста через реку Лену, строительство онкологического диспансера и кардиологического диспансера, строительство современной высокотехнологичной Жатайской судоверфи и реконструкция международного терминала аэропорта Якутск. Наблюдательный совет акционерной компании «Алроса» одобрил создание дочернего общества «Аэропорт Мирный», которое займется организацией строительства нового аэропортового комплекса в алмазной столице. Как говорится в материалах компании, 100% уставного капитала учреждаемого общества в размере 1 миллиона рублей будет принадлежать «Алросе». В качестве генподрядчика по проектировке нового аэропорта выбран институт «Ленаэропроект». Строительство намечено на 2022 год. Согласно техзаданию, проект должен предусматривать завершение строительства новой искусственной взлетно-посадочной полосы, соединительных рулежных дорожек, нового перрона и служебно-технической территории. По габаритам взлетно-посадочная полоса будет способна принять воздушные суда типов Ил-76 и Боинг 737-800. Комиссия железных дорог Якутии проверила состояние объектов инфраструктуры на участке Томмот-Нижний Вестях. Основное внимание комиссия уделила вопросам безопасности движения поездов, охраны труда, пожарной безопасности, соблюдения технологий работы. Кроме того, были проверены социальные и бытовые условия на рабочих местах, станции и разъездов. По итогам осмотра на совещании комиссия определила замечания и наметила меры по их устранению с указанием конкретных сроков. Отметим, что станция Нижний Вестях должна быть открыта для выполнения грузовых и коммерческих операций в течение первого полугодия. Открытие пассажирского движения планируется уже в августе этого года. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.